ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Стали известны первые подробности страшного убийства в Сосногорске. Напомним, все случилось утром во вторник. 30-летняя Ольга впустила в свою квартиру знакомого своей родственницы. Незваный гость оказался вооружен обрезом. Произошел конфликт, на почве которого данный гражданин произвел выстрелы в адрес проживавшей там женщины и ее ребенка. В результате чего наступила смерть указанной женщины, ребенку, к счастью, удалось убежать. На данный момент мы считаем, что он стал случайной жертвой. Непосредственно тело было найдено на лестничной площадке, и выстрелы были произведены из квартиры, когда данный гражданин находился на территории, непосредственно в самой квартире, в прихожей, если быть более точным, и женщина в данный момент, в момент производства выстрела, находилась на лестничной площадке. После преступник закрылся в квартире своей жертвы. Сотрудники следственного пытались сохранить мужчине жизнь, но он предпочел сопротивляться. Штурм начался в 18:20. Для этого приехали специалисты из Сыктывкара, порядка 10 человек. В ходе операции досмотрели и автомобиль убийцы. Там нашли еще одно ружье. На владение и тем, и другим у 62-летнего пенсионера было охотничье разрешение. Правда, одно из ружей он самовольно переделал в обрез. Попытка осадить квартиру и задержать преступника живым не удалась. В ходе операции его убил снайпер. В тот момент мужчина отстреливался через окно кухни. Отбиться пытался он и через железную дверь. Ранил 2 сотрудников СОБРа. К счастью, попал только в ноги. Отверстие, получается, это от выстрела, да? Это выходное отверстие. Выходное отверстие со стороны квартиры. Здесь имеются следы выстрела, остатки выстрела, да. То это все тоже будет изыматься. Это громкое дело уже обросло массой слухов. По одной из легенд, родственница убитой заразила нападавшего неизлечимым заболеванием. Эту информацию в следственном отделе Сосногорска опровергли, как и то, что убийца в молодости служил в ВДВ и работал в больнице. Истинный мотив его поступка пока не разглашают, тайна следствия. Все подробности мы узнаем не раньше, чем через 2 месяца. В четверг 30-летнюю Ольгу похоронили. У женщины остались муж и маленькая дочь. У ее убийцы тоже осталась семья, жена и 2 взрослых детей.